Благоустройством мы пытались заниматься в том числе самостоятельно. Например, в прошлом году с предыдущим главой управы отрабатывали. Он говорил, что асфальт положить пока невозможно, но он здесь разровнял дороги при помощи песчано-гравийной смеси. Еще ранее мы инициировали закапывание одной из луж, то есть также песчано-гравийную смесь нам выдали, и мы вот как бы жильцы самолично закапывали одну из луж. Было реально страшно, потому что было стыдно перед водителями за состояние дороги, потому что машины постоянно скребли днищем асфальт. Это раз. Второе, во время дождей, из-за того, что тут очень большие ямы были, было уже сложно не то чтобы проехать, да, было сложно уже пройти, потому что вот здесь вот, где край площадки спортивной, там можно было пройти, и нужно было прямо цепляться за деревья, чтобы не упасть. Считаю, что двор сделали достаточно хорошо. Единственное, что по благоустройству, конечно, есть все-таки кое-какие вопросы, но как бы к самому качеству покрытия пока претензий нет. К тому же сделали все-таки по современным технологиям, то есть поставили еще бордюры не только по краям дорог, но и, как видите, вдоль подъездов. А также еще, что сильно радует, что предусмотрен сток, то есть если дорога здесь переполнится водой, да, то хотя бы как бы с одной стороны вода может спокойно уходить со двора. Здесь, скажу сразу, работы были проведены по инициативе жителей этих домов. Жители в этих домах очень активные. В основном здесь проживают старожилы этих домов. Да, как бы жители живут по много лет в этих жилых домах. Многие проживают здесь с момента постройки, ввода в эксплуатацию этих зданий. Поэтому они, конечно же, переживают за свой двор и хотят жить в нормальных человеческих условиях. В дальнейшем здесь муниципальные казенные учреждения службы городского хозяйства включили просьбу жителей в программу по ремонту внутриквартальных дорог и проездов, да, и провели конкурс, определился подрядчик. Он здесь подошел как бы очень ответственно, серьезно к решению данной проблемы, как бы, и к реализации всех ремонтных работ. Изначально была произведена здесь расчистка дворовой территории от всех старых сыпучих материалов, которые завозились как бы, да, в этот двор. Проведена планировка, значит, были все проведены измерительные работы, уровни по этому двору. Потом произвели укладку бордюрного камня, рассчитали все точки по уклону воды, как она должна правильно, в какую сторону уходить, да, и только лишь потом уже была произведена укладка асфальтобетонного покрытия. Подрядчик отработал, еще раз повторюсь, здравствуйте, очень качественно, очень быстро. Все его работы были с нами согласованы. Мы ежедневно мониторили весь процесс его работ, то есть мы с ним были на связи утром, днем и вечером. Знаем как бы каждый сантиметр, как здесь сложился. Ну и надеемся, что в дальнейшем эти работы себя оправдают. И действительно, это асфальтное покрытие послужит долго в этом дворе, как бы, и будет радовать долго жителей, которые здесь проживают. Конечно же, не может быть все идеально, да, есть свои небольшие недочеты, как я уже раньше вам говорила. Это в плане того, что здесь, конечно же, не были предусмотрены устройства пешеходных зон для граждан, для жителей этого дома, да? Вот, что, конечно, не является как бы, безопасным. Но посмотрим, что мы сможем сделать по данному вопросу. Как бы эту проблему я озвучила нашему руководству, да? Хотелось бы, чтобы было, конечно, озеленение, возможно, улучшение детской площадки. Ну и я думаю, нет предела совершенству.